Очередная рабочая неделя позади, а значит, в эфире абхазского телевидения итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В эти дни исполняется 10 лет со дня официального визита второго президента Абхазии Сергея Багапши в Никарагуа и Венесуэлу. Об итогах и значимости этого события мы поговорим чуть позже с гостем нашей программы. А пока расскажем о том, что происходило в стране в последние дни. Главная новость – это продление режима ограничений на государственной абхазо-российской границе до 21 июля текущего года. В среду президент Аслан Бжаня подписал соответствующее распоряжение. До 21 июля также продлевается круглосуточное дежурство медицинских бригад Минздрава и МЧС в пунктах пропуска через КПП ПСОУ. Тема открытия абхазо-российской границы обсуждалась в том числе и на встрече министра иностранных дел Абхазии с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Даур Ковы находился в Москве с рабочим визитом. Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в двух странах, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие существующих ограничений. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии рассказал нам по телефону, о чем именно шла речь и какие достигнуты договоренности. На встрече обсуждали вопросы, связанные с перспективой ближайшего открытия границы по реке Псоу. Естественно, мы говорили о той ситуации, которая сегодня складывается на территории Республики Абхазия. Я рассказал Анне Юрьевне о том, что сегодня эпидобстановка в Абхазии стабильная, что у нас нет заболевших. И, соответственно, мы готовы к тому, чтобы открыть границу для туристов из Российской Федерации и вообще для посещения Абхазии. Соответственно, был задан вопрос о том, какие предпринимаются меры для нераспространения коронавирусной инфекции в Абхазии. Обо всем этом я тоже рассказал, какие были меры предприняты, и говорили о возможности того, чтобы предпринять все необходимые меры в случае открытия в ближайшее время государственной границы, чтобы данная инфекция не распространялась на территории Абхазии. Поэтому было принято совместное решение о том, что в ближайшее время будет направлена группа специалистов Роспотребнадзора в Абхазию для проведения совместного мониторинга эпидобстановки в Абхазии и выработки совместных решений для того, как обеспечить полную безопасность непроникновения этого заболевания в Республику Абхазия в случае ближайшего открытия государственной границы. Подведение итогов повторных выборов депутатов Народного собрания. Непогода, обрушившаяся на Гудаутский и Галский районы. Первый концерт в Абхазской государственной филармонии. На этой неделе произошло немало заметных событий. О самом интересном в обзорном материале Сарии Кварцхелия. Гарри Кокая, Алхаз Хагба и Алмазхан Барцец избраны депутатами Народного собрания. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела итоги повторных выборов, которые прошли 12 июля в 4 округах республики. В Бзыбском избирательном округе депутат Народного собрания не избран в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Новые выборы по этому округу назначены на 13 сентября. Запущено транспортное сообщение между столицей и высокогорным селом Псху. Раньше туда добирались только на самолете или вертолете, и поэтому сельчане покидали свои дома только в случае острой необходимости. Первый автобусный рейс на Псху стартовал со столичного рынка 7 июля утром. Курсировать по маршруту будет автомобиль марки ГАЗ. Данный транспорт приобретен за счет средств администрации Сухумского района. Рассчитан он на 17 посадочных мест. Стоимость проезда составляет 700 рублей, не считая перевоза багажа. Дни рейса будут согласовываться с жителями села. Время в пути по маршруту Сухум-Псху составляет около 8 часов. Машина отходит от Сухумского рынка в 9 часов утра. Следующий выезд планируется 17 июля. В ночь на 13 июля из-за шквалистого ветра и сильной грозы, сопровождавшейся ливневым дождем и градом, сразу в нескольких селах Гудаутского района были повалены деревья, сорваны линии электропередачи, пострадали и сельхозугодия. Наибольший урон стихия нанесла домовладениям в селе Лыхна. Здесь ветер сорвал кровли нескольких домов. Чтобы оценить ущерб, на место выехала специальная комиссия, которая была создана в администрации Гудаутского района. А в ночь на 14 июля в результате проливных дождей было потоплено около 50 частных домовладений в центральной части города Гал. В некоторых местах уровень воды поднимался до 1 метра.
Видные абхазские и российские общественные и политические деятели, знаменитые артисты, телеведущие и спортсмены стали послами доброй воли Абхазии. В их числе Кесоу Хагба, Милена Барцец, Беслан Эшба, Инал Габле, а также Николай Басков, Иосиф Пригожин, Оксана Федорова. Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» объявило новый состав участников, в который вошли 20 человек. На пресс-конференции в медиа-агентстве «Спутник Абхазии» они рассказали о запланированных мероприятиях. Совместно с администрацией города Сухум 25 июля мы будем проводить субботник. Также в августе пройдет благотворительный матч и благотворительный забег. Все вырученные средства будут направлены на помощь больным детям и малоимущим семьям. Сейчас одно из самых важных мероприятий, благотворительных акций, мы считаем популяризацией абхазского языка и абхазской культуры. Уже создан русско-абхазский словарь электронный, также абхазская клавиатура. И сейчас мы разрабатываем электронное пособие по Апсора. В Абхазской государственной филармонии после отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса состоялся первый концерт Наны Черкезия и Алхаса Ферзба. Любителям классической музыки были представлены русские романсы, арии из произведений европейских и российских композиторов. Партию фортепиано исполнила Астанда Джикерба. А теперь к основной теме нашей программы – первому официальному визиту абхазской делегации во главе с президентом Сергеем Багапш в Никарагуа и Венесуэлу. Давайте вспомним, как это было вместе со Астандой Кецба. 10 лет назад состоялся первый официальный визит делегации из Абхазии во главе с президентом Сергеем Багапшем в Латинскую Америку, в Республику Никарагуа и Боливарианскую Республику Венесуэла. Именно эти страны вслед за Россией в 2010 году признали независимость Абхазии. Цель визита в латинские страны – подписание договоров и соглашений, направленных на развитие и сотрудничество с Никарагуа и Венесуэлой. Это событие президент Абхазии Сергей Багапш назвал историческим. Мир должен узнать, что работает наша дипломатия, что мы налаживаем связи со странами, которые нас признали. Ведь признание – это не просто декларация того, что произошло. Признание одного государства другим – это налаживание отношений политических, экономических, человеческих. В те же дни в республике Никарагуа и Венесуэла совершил официальный визит президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Свое латиноамериканское турне президент Абхазии начал с посещения республики Никарагуа. Самолет с нашей официальной делегацией приземлился в международном аэропорту Манагуа. Сергея Багапша и членов абхазской делегации встречал министр иностранных дел Никарагуа Сэмюэль Сантос Лопес. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Республики Никарагуа, визит президента Абхазии имеет огромное значение для развития двусторонних отношений. В свою очередь Сергей Багапш заявил, что с большим удовольствием принял приглашение и что прибыл к дорогим и близким людям. «У нас с вами схожи судьбы, мы тоже добились своей независимости через ожесточенную борьбу, и никто не заставит нас отказаться от намеченного курса», — сказал Багапш. Официальные переговоры между президентами Абхазии и Никарагуа прошли в резиденции Даниэля Ортеги в Манагуа. Как сказал, приветствуя гостя, Даниэль Ортега, визит президента Абхазии в Никарагуа – это своего рода сигнал международному сообществу, что пришло время признать суверенное право абхазского народа жить в соответствии с его выбором. Сергей Багапш поблагодарил Даниэля Ортегу за официальное приглашение посетить Никарагуа. Мы небольшие государства, но мы умеем дружить и ценить наших друзей. Признания проходят. Другие страны наверняка признают. И мы входим в другую жизнь. Жизнь экономического роста и возрождения. По итогам официальной встречи Сергей Багапш и Даниэль Ортега подписали Генеральное соглашение о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа. Были также подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве и воздушном сообщении между странами.
Главы внешнеполитических ведомств Абхазии и Никарагуа Максим Гвинже и Сэмюэль Сантос-Лопес подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным банком Абхазии и Центральным банком Никарагуа. Даниэль Ортега вручил Сергею Багапшу высшую государственную награду Никарагуа орден Аугусто Сандино как человеку и политику, который внес огромный вклад в дело международного признания Республики Абхазия. В свою очередь Сергей Багапш вручил Даниэлю Ортеге высшую награду Абхазии орден Ахтапша первой степени, а также преподнес памятные подарки. Во время официального визита президент Абхазии Сергей Багапш принял участие и выступил на многотысячном митинге на центральной площади Манагуа, посвященном 31-й годовщине Сандинистской революции. Большим чувством уважения и любви к вам, к народу Никарагуа, мы приехали сюда в августе. Hemos venido aquí con todo el respeto hacia su pueblo. Приехали поздравить вас и сказать вам огромное спасибо за ваше мужество, за вашу человечность и понимание наших проблем. Нас признала самая великая и большая держава в мире – Российская Федерация. Но нас признал Даниэль Ортега, Уго Чавес. Я думаю, что наши друзья еще нас признают. Creo que más amigos nos van a reconocer. От всей души еще раз всех вас с этим великим праздником. De todo corazón les felicitamos con motivo de esta gran fiesta. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Daniel Ortega! Muchas gracias. В тот же день в МИДе Никарагуа был устроен торжественный прием. В ходе своего визита Сергей Багапш также посетил город Леон, второй по величине город в республике, который славится своими историческими памятниками и архитектурными сооружениями. В мэрии города также был устроен торжественный прием. Мэр Леона вручил Сергею Багапшу грамоту, подтверждающую то, что он является почетным гостем Леона. После всех запланированных официальных встреч и переговоров Сергей Багапш завершил свой визит в Никарагуа. Далее государственная делегация из Абхазии направилась в Боливарианскую республику Венесуэла. Она является шестой по площади страной Южной Америки. Абхазскую делегацию, как и в Никарагуа, встретили торжественно со всеми почестями. Программа пребывания в Венесуэле абхазской делегации во главе с Сергеем Багапшем была насыщена событиями. В рамках визита Сергей Багапш и члены абхазской делегации посетили памятник Симона Боливара в центре Каракаса. Как известно, Боливара называют отцом венесуэльской нации. На площади Боливара прошла торжественная церемония вручения Сергею Багапшу ключей от столицы Венесуэлы и почетной грамоты правительства, подтверждающей, что президент Абхазии является почетным жителем Каракаса. Также состоялись отдельные встречи членов абхазской делегации с членами правительства Венесуэлы. И, конечно же, главным пунктом программы официального визита Сергея Багапша была его встреча с Уго Чавесом, которая проходила в официальной резиденции президента Венесуэлы во дворце Мирафлорес. После личной беседы двух президентов состоялась встреча в широком формате с участием членов абхазской делегации и правительства Венесуэлы. На этой встрече президентами Сергеем Багапшем и Уго Чавесом было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Министрами иностранных дел также было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Абхазией и Венесуэлой, подписан меморандум об учреждении механизма политических консультаций. Самым большим итогом является то, что состоялись встречи на высшем уровне, где было взаимопонимание того, что происходит в наших отношениях, того, как будут выстраиваться наши дальнейшие отношения и на чем сосредоточить основные акценты. Важнее всего, даже я сегодня считаю, важнее тех экономических проработок, это чисто человеческие отношения, которые складываются между нами. Большой дипломатии, наверное, тоже нужно учиться. Вот мы на этом пути, я думаю, что первый экзамен мы с честью и мы, и Министерство иностранных дел, мы с этим экзаменом справились.
Дальше будут другие страны, будет налаживание отношений между другими государствами. И этот опыт, он сыграет очень большую роль. В рамках визита абхазской делегации в Республику Венесуэла президент Абхазии Сергей Багапш дал торжественный прием в Каракасе. На приеме присутствовали известные политики, послы зарубежных стран, бизнесмены, деятели науки, культуры и спорта. Государственный визит президента Сергея Багапша в страны Латинской Америки тогда получил широкое освещение в средствах массовой информации, оценившие этот визит как очень важное политическое событие. Сеньор президент Сергей Багапш, я думаю, ваше интервью сейчас смотрят с большим интересом. Хочу сказать, что нас смотрят в Австралии, Индии, нас смотрят в Российской Федерации, во многих других странах, естественно, в Латинской Америке. Я уверен, что своим интервью, своими мыслями вы продемонстрировали, что уровень политика, политического лидера, его величия не зависит от размера территории его страны. Вы представляете относительно небольшую в географическом плане страну, но которая играет, как говорим в футболе, в первой лиге. Это очень интересно. Это нам показывает, что вы, как политик, как политический лидер, готовы войти в высшую лигу и играть на планетном уровне. Мы очень благодарим вас за то время, которое вы уделили нам. Желаем лучшего будущего вам и вашей стране. Большое спасибо. Так завершился официальный визит второго президента Сергея Багапша в Республику Никарагуа и Боливарианскую Республику Венесуэла. Визит, который стал историческим событием и еще одним шагом к международному признанию нашей страны. Чтобы визит абхазской делегации в Никарагуа и Венесуэлу состоялся, МИДом республики была проделана огромная работа. На тот момент министром иностранных дел Абхазии был Максим Гвинджия. Сегодня Максим Харитонович – гость нашей студии. Максим Харитонович, здравствуйте. Ровно 10 лет назад, в эти дни, вы в составе абхазской делегации находились с официальным визитом в Никарагуа и Венесуэле. Расскажите, пожалуйста, немного предысторию этого исторического события. Какая работа велась в МИДе, с какими трудностями вы сталкивались? Предыстория у этого визита очень большая. Можно сказать, она охватывает весь период начала работы по лоббированию признания Абхазии в Латинской Америке. И это, если я не ошибаюсь, аж 2007 год. Затем поездки... То есть даже еще до признания Абхазии Российской Федерации да, эта работа началась? Да, конечно. И потом были многочисленные поездки, начиная с 2008 года. И уже в 2009 году, вы знаете, Венесуэла вслед за Никарагуа признала независимость Республики Абхазия. Как только произошло это признание, мы обменялись документами, началась интенсивная работа по обмену и политическим консультациям с МИДом Никарагуа, с МИДом Венесуэлы. И тогда у нас зародилась идея как можно скорее осуществить встречу двух лидеров, как Венесуэлы и Абхазии, так и Никарагуа и Абхазии, потому что в то время Даниэль Ортега выразил большой интерес узнать больше об Абхазии, и они с большим нетерпением ждали развития этих отношений. Такая же реакция была и со стороны Венесуэлы, и венесуэльского лидера Уго Чавеса. И такая вот продолжительная велась работа, и мои коллеги, в то время министр иностранных дел Никарагуа Самуэль Сантос приехал в Абхазию. Ему здесь все очень понравилось, и мы очень тепло его приняли. И уже тогда зародилась вот эта идея, которую он озвучил в ближайшее время, осуществить встречу двух президентов. Мы еще не знали, где это произойдет, либо в Абхазии, либо в Никарагуа. И буквально через год в Никарагуа праздновался День
сандинистской революции. Мы сразу собрали рабочую группу и начали обдумывать варианты, как поехать в Никарагуа, как осуществить официальный визит. Основным препятствием здесь было, конечно, отсутствие прямых удобных рейсов. Все они были с 3 пересадками. Потом идея стала, что в рамках этого визита необходимо подписать дополнительные соглашения. Делегация постепенно начала расти. Мы поняли, что уже когда у нас получилось примерно список из 16 человек, мы поняли, что обычными рейсами мы не сможем добраться в Никарагуа и полноценно осуществить весь наш план. Вот. Затем мы решили зафрахтовать самолет для всей делегации, что, поверьте мне, выходило намного дешевле. Ну, не намного дешевле, чем лететь обычными рейсами, но намного быстрее, удобнее и не намного дороже. А с оформлением документов на выезд были какие-то проблемы? Абсолютно нет. Конечно, были свои, там, так сказать, сюрпризы, трудности, но это бывает, с этим сталкиваются все. Это разные системы, разные бюрократии. Когда это все как бы смешивается, происходят разные незначительные трудности, но это мелочи, особенно для Но таких дипломатов. серьезных преград не было? Абсолютно не было серьезных преград, кроме одной, о которой я расскажу позже. Это была реакция США на наш визит, и они создали нам некоторые проблемы, которые мы впоследствии решили. Вот. Но было очень трудно, жестко, и я еще забыл вам сказать, что одна передовая группа поехала на Кубу, так как самолет должен был совершить транзитную посадку на Кубе, где мы планировали сесть на дозаправку, но получилось так, что нам пришлось остаться на сутки на Кубе. Вот. И это тоже было полезным. И МИД Кубы, был человек, который нас сопровождал. У нас не получилось официальные встречи провести на Кубе, потому что, во-первых, Куба очень осторожно относится к Абхазии, а во-вторых, в то время они были заняты визитом президента Кувейта, и весь кубинский протокол был занят другим президентом. Но, тем не менее, поездка на Кубу тоже была, вот эта посадка, успешной. Сергей Васильевич провел ряд встреч, вот. Команда передохнула. Мы сели в самолет на следующее утро и прилетели в Никарагуа, где нас встречал официальный протокол, оркестр, который играл гимн Абхазии. Вот. И мы довольно-таки успешно приехали в Манагуа и сразу, незамедлительно начали нашу работу. Делегация у нас тогда получилась аж 44 человека. Мы взяли с собой даже телевизионную группу телекомпании Russia Today. Они снимали репортаж об этом всем. Получилось очень интересно. Также тогда был Кандид Тарасович, вот, легендарная личность. Он взял с собой небольшую танцевальную группу. И это было просто потрясающе, потому что, представьте, абхазская делегация с ключевыми министрами, министром обороны, председателем Национального банка, как бы тут вот правительственная, да, такая представительная часть, и тут также и танцы народные, представители культуры, которые придали нашему визиту особую изюминку, когда мы смогли показать реально, что же мы за народ, который вот в танце, вот в этой экспрессии смог передать коротко, без слов и без буклетов каких-то, да, а вот показать реально нашу культуру. Мы также представили в расширенном формате нашу винно-коньячную продукцию. Естественно, мы взяли очень много с собой вина, которое мы дарили всем, и все угощали, чтобы люди познавали нашу страну через наше вино. А вино было фабричное или домашнее? Да, фабричное, конечно, но были люди, умельцы, которые сами приготовили потрясающее вино и чачу, они тоже взяли с собой.
Вот, и, естественно, это только помогло нашему визиту. Я просто хочу вам сказать, что этот визит, помимо того, что он был, по моему мнению, очень успешным, но он был очень добрым и веселым. И поверьте, те, кто нас принимали, они остались под очень большим впечатлением, позитивным. Ну, давайте теперь перейдем вот к тому, что вы сказали, что был успешным визит. Хотелось бы об его итогах поговорить. Ведь Никарагуа стала второй страной, которая признала независимость Абхазии после России. Какое значение в политическом смысле имел этот факт? До визита, до официального визита, когда первый раз мы приехали в Никарагуа, и нас встретил президент Даниэль Ортега, который меня потряс, просто это отдельная история. Президенты Никарагуа и президенты Венесуэлы, он потряс своей добротой, открытостью и его заинтересованностью, он изучал все детали. И тогда он сказал, что мы признали Абхазию, потому что мы изучили историю, мы поняли, что вы, так же как и Никарагуа, прошли трудный путь, политическую борьбу за независимость. И их шаг был, нельзя сказать, что это был спонтанный шаг, но это был очень такой шаг доброй воли, который явно это показывает, что они приняли это решение сразу после того, как увидели, что Россия признала Абхазию, несмотря на давление Соединенных Штатов Америки. После Никарагуа нашу страну признала Венесуэла и Науру. Как вы думаете, почему наша республика получила поддержку именно от стран Латиноамериканской Америки? Это очень важный момент, потому что здесь огромную роль играет история этих стран и противостояние империалистическому давлению. Они всегда об этом говорят. И они видят много общего. И действительно есть очень много общего. Позиция многих латиноамериканских стран, которые на протяжении долгих лет находились под жестким давлением и сегодня находятся под жестким давлением Запада, так сказать, коллективного, они прекрасно нас понимают, эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, что признание независимости нашей страны, Никарагуа и другими латиноамериканскими странами имело очень такое большое значение, да, для нашей республики. Многие политологи тогда прогнозировали, что вслед за этим последует, вот прямо сейчас нас признают и другие страны, на нас обратят внимание там и страны Европы, но этого не произошло. Почти 10 лет мы ждали очередного признания, и вот в 2018 году нас признала Сирия. Как вы думаете, почему? Многие страны, где мы лоббировали, я не буду их называть, и у нас практически там все готово, надо просто вернуться к этому процессу. Многие страны, и в частности их лидеры, испытали очень жесткое давление со стороны США. И был случай, когда госсекретарь США, в то время Хиллари Клинтон, да и послы американские, они позволяли себе такие вещи, которые не приняты просто в международной политике и в дипломатии. И они начинали просто явный скандал с угрозами, с криками, с шантажом. Вот. И вопрос признания Абхазии, всегда об этом говорю, он уже не зависит от права народа на самоопределение или какого-то соответствия стандартам ООН. Вопрос Абхазии сейчас это на международной арене, это открытое противоборство. Но я хочу добавить, что вот мы говорим сейчас об этом визите, и я сказал, что он успешный, и зрители могут подумать, что успешность этого визита в том, что мы полетели на частном самолете с ансамблем и с вином, да, и вот в этом вся успешность абсолютно нет. Успешность этого визита, по моему мнению, и то, из-за чего мы готовили этот визит, заключается в соглашениях, которые мы тогда подписали. Они очень важны. Когда я много раз ездил в Латинскую Америку, я видел огромный потенциал для торговли и для экономического сотрудничества. И здесь я хочу особо остановиться вот на признании. Вот
признание там, политическое и так далее. Да, это важно, это нам очень нужно. Но бывает очень много стран, где мы побывали, когда лидеры этих стран хотят развивать с нами отношения, но не могут признать. Ну и хорошо. Но они готовы торговать с нами, они готовы признать наши торговые документы, сертификаты происхождения. Они готовы отправлять нам грузы и готовы получать от нас грузы также. Вот я вам скажу, например, западные страны Латинской Америки, это побережье Атлантического океана, Чили, Перу, покупают огромное количество техники в России. Ведь можно ее отправлять также из Абхазии. Можно покупать удобрения, можно создавать, например, вы знаете, там развито животноводство. Можно создавать карантинную базу для скота в Абхазии, потому что климат позволяет. Можно развивать мясную промышленность здесь и потом экспортировать в Россию. Ну, можно сделать много очень чего полезного и хорошего. И вот соглашение, которое мы подписали с Никарагуа и Венесуэлой, включает в себя воздушное сообщение, торговое, морское сообщение, банковское сотрудничество, помимо взаимопомощи и так далее. Но есть очень главное соглашение, над которым я очень много работал, и, к счастью, оно было подписано. Вот. В то время министром иностранных дел, когда был визит, был нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро, мой коллега в то время. Вот. И тогда Чавес проявил просто невероятное гостеприимство. Вы знаете, я видел, как президент Венесуэлы встречает лидеров других стран. Я видел, как он встречает президента России. Я видел, как он встречал своего друга, президента Беларуси. Беларусь очень успешно работает в Венесуэле, кстати. И вот нашего президента он встретил также на самом возможном, высочайшем уровне для Венесуэлы. И вообще для любой другой страны. Вообще, вы знаете, здесь вот этот визит, Латинская Америка, Уго Чавес, Даниэль Ортега, слава богу, живой все еще, и дай бог ему многих лет жизни. Но вот Уго Чавес и Сергей Васильевич Багапш, вот этот визит и их первая встреча, я очень редко такое встречал. Но бывает, встречаются люди, которые чувствуют друг другу взаимную симпатию и такое отношение, что они знакомы друг с другом 100 лет. Вот такое же произошло между президентами Абхазии и Венесуэлы в то время. И это было началом, как мне тогда казалось, нового периода сотрудничества между нашими странами. А вот из тех соглашений, которые были тогда подписаны, хоть какое-то из них реализуется сейчас? Да, мы продолжаем политические консультации. Ну, я уже не продолжаю давно, но я знаю, что Министерство иностранных дел Абхазии и Венесуэлы продолжают тесное сотрудничество. У нас посол есть в Венесуэле. Но в плане экономического сотрудничества? В плане экономического сотрудничества нет. И вот я очень всегда, когда работал на этой службе, вот опять возвращаясь к тому вопросу, политическое признание. Да, оно очень важно. Но самое главное, также развивать экономическое. И бизнес очень важен. Он важен и для признания тоже. Нельзя зацикливаться только на вот, признайте нас и все. Ну, не можете, хорошо. Но у нас создались очень хорошие отношения со многими странами. Можно торговать. И основная часть работы МИДа в то время, я уверен и сегодня, это внешнеэкономическая деятельность. И когда ты путешествуешь и развиваешь эти связи, открываются практически безграничные возможности для страны. Их надо использовать. В последнее время мы наблюдаем, как мир меняется. Меняется расклад политических сил, меняются приоритеты. У некоторых стран более четко стали проявляться их геополитические интересы. Как вы думаете, как это может отразиться на Абхазии? Ну, это
всегда отражается, любые события в мире всегда отражаются на Абхазии. Если даже вот такие большие глобальные тектонические сдвиги, во-первых, мы находимся в поле России. Россия наш сосед, брат. Вот. Я не люблю говорить стратегический партнер, потому что я считаю, что нас связывают действительно более тесные отношения, чем мы обычно официально об этом говорим. Но все нападки, которые на себе испытывает Россия, отражаются и на нас. И в то же время все нападки, которые отражаются на нас, на Россию, они отражаются, конечно, меньше, но Россию это тоже касается, потому что мы находимся в одном поле, мы друзья, мы соседи, мы разделяем общие ценности, и культурные, и политические. Вот вы спрашивали о том, какие препятствия были. Вы знаете, что этот визит тогда в Латинскую Америку, естественно, был связан с финансовыми транзакциями за оплату самолета, за оплату других каких-то услуг. И все-таки это же, представьте, большой перелет. И Америка арестовала наши деньги. И мы потратили полгода, чтобы вернуть эти деньги. И я неоднократно встречался с представителями Госдепартамента, заместителем Хиллари Клинтон напрямую, с которым я говорил: послушайте, что вы делаете? Да, вы недовольны тем, что мы существуем, да, вас там еще что-то смущает, там, вы бы хотели, чтобы там нас вообще не было. Это все понятно, но до такого доходить, это уже слишком. Что вы делаете? Нет, вы ошибаетесь, мы ничего не делаем. Это просто наша электронная система финансового мониторинга автоматически включилась, когда вы приземлились на Кубе, у нас санкции против Кубы. Послушайте, любая посадка самолета на дозаправку на Кубе не влечет за собой автоматические санкции. А вот мы очень долго с ними сражались, и решить этот вопрос удалось, используя оружие самих американцев против них самих, когда мы наняли американских адвокатов, чтобы решить эту проблему. Она была решена за 3 дня. Вы видите, есть такое предвзятое отношение, когда вот в нашем случае, когда мы лоббируем, да, Россия подвергается санкциям, а мы также подвергаемся таким же санкциям. Нас могут давить, нас могут открыто притеснять и создавать нам проблемы, особенно когда мы путешествуем и предпринимаем какие-то зарубежные поездки. Это все происходит прямо в открытую, без стеснений. Сейчас вот, как мне кажется, то Америка немножко, вот ее позиция начинает ослабевать, да, на такой глобальной политической арене. И вот в этой связи есть ли у Абхазии шанс как бы, ну, добиться большего признания, может быть, стать более самостоятельной, стать более активной вот на политической арене? Это очень интересный вопрос, и очень часто у нас в Абхазии мы его обсуждаем все. Мы всегда ищем проблему в том, что нам всегда кто-то мешает. А я считаю, что мы мешаем сами себе. Ну, есть американцы, хорошо. Они еще, может быть, некоторое время, в зависимости от интересов, которые у них появятся в тот или иной момент, некоторое время они, допустим, будут продолжать вот такую антиабхазскую политику, да, давление на другие страны, вот, активное лоббирование, непризнание Абхазии, чем они занимаются. Они просто приходят, могут прийти в кабинет президенту другой страны и сказать: слышишь, вот еще раз увидим у вас в гостях абхазов, все, закроем, перекроем, накажем. Они делали именно так. Ну, допустим, это все продолжится. Ну, что нам теперь, сидеть и ждать, что как бы, когда американцы изменят свои отношения? Я считаю, что нет. Нам надо продолжать. И опять я возвращаюсь к тому вопросу. Помимо политического признания, давайте развивать экономическое. Возможности очень большие. Опять вернусь к этому визиту, из-за чего мы сегодня встретились. Когда мы зашли в кабинет в президентском дворце, в кабинет для приемов Уго Чавеса,
Вот, он нас пригласил. В то время был и президент Южной Осетии. И он с собой принес на таких планшетах карту Кавказа, где было видно и Абхазия, и Южная Осетия. И он взял и говорит: послушайте, у вас прекрасное положение географическое, вас должно что-то связывать. И он взял маркером, но он обладал очень большой иронией, но он был большой эрудит. И он взял маркером, нарисовал дорогу прямо из Абхазии через Грузию и Южную Осетию. Говорит: ну я понимаю, что это сейчас невозможно. И он взял, нарисовал дорогу через Кадорское ущелье на Северный Кавказ. Вот здесь должна быть дорога, он сказал. И эта дорога также важна, чтобы венесуэльская продукция поступала на юг России и на Северный Кавказ. Это говорит о том, что он серьезно отнесся к этому визиту. И он в него вкладывал не просто какую-то такую только политическую подоплеку. Он именно имел в виду то, что дать возможности нашей стране и дать возможности Южной Осетии, чтобы развиваться. Спасибо вам за такую интересную беседу. Президент Абхазии Аслан Бжани 18 июля посетил Центр специального назначения Службы государственной безопасности. Главнокомандующего вооруженными силами сопровождали исполняющий обязанности председателя СГБ Роберт Киут и депутат парламента Рауль Лолуа. В первую очередь глава государства почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга. Затем президент ознакомился с условиями службы бойцов подразделения. Начальник центра Джона Тумава доложил о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы. В ходе посещения центра Аслан Бжани также провел стрелковую тренировку. По итогам визита глава государства провел совещание с офицерским составом ЦСН, на котором обозначил главные задачи центра – противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я здесь был последний раз в мае 2014 года. Рад вас всех видеть. За это время было много разных событий. К сожалению, мы понесли потери. Погиб боевой товарищ, боевой друг. Я его очень хорошо знал. Это был достойный офицер. Это все сопряжено с той профессией, которую вы избрали. С профессией, которая называется защитник. Я, как глава государства, намерен вашему центру уделять особое внимание, повышенное внимание. Руководители Центра специальной службы госбезопасности меня постоянно информируют о том, как у вас обстоят дела. Я достаточно подробно знаю о тех проблемах, которые вы испытываете. Что касается вопросов материально-технического обеспечения, эти вопросы я лично буду контролировать с сегодняшнего дня. Что касается питания, это очень важно. Боец должен быть сыт и обут. Этот вопрос мы тоже обеспечим на должном уровне. Центр всегда был в авангарде очень сложных событий. Ситуация оперативная, она проще не стала. Проблем у нас очень много. Соответственно, работы у вас будет тоже очень много. 3 основные направления деятельности. Это противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. Мы должны обеспечить соблюдение прав наших граждан и прав наших государственных институтов. Ничьи права не должны быть ущемлены или ограничены. Это недопустимо. Преступность надо будет обуздать. Это задача номер 1. Не должно быть центра власти, кроме народной власти и уполномоченных от имени народа должностных лиц. Никаких других центров власти быть не должно. 42 новобранца абхазской армии 18 июля приняли военную присягу в Министерстве обороны Абхазии. День приведения к военной присяге является праздничным для воинской части. Проводить на военную службу новых военнослужащих абхазской армии пришли их родственники и друзья. Принимая военную присягу, новобранцы торжественно клялись служить своей родине. Личный состав в течение месяца подготавливался к этому мероприятию. Проходили занятия, это боевые стрельбы, последние у нас прошли с выполнением вводных тактических мероприятий. Подготовились на должном уровне, обучились тактически грамотно действовать в общевойсковом бою, выполнять
строевые элементы на месте, в движении, с оружием, без оружия. Поражать цели из автомата по неподвижным целям, по появляющим целям. В дальнейшем они будут совершенствовать свое мастерство, свою выучку. Также хочу отметить, что сегодня в строю стоит у нас итальянец. Это у нас впервые гражданин Республики Абхазия, который отдает свой долг родине. После принятия военной присяги и приказа министра обороны они все будут распределены по воинским частям и отдельным подразделениям. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.